Добрый день. 12 апреля вся страна будет праздновать День космонавтики. День, когда наш с вами соотечественник впервые покорил космос. И в этом году этот день не просто день победы над космосом. Но в этом году у нас есть еще одна великая дата, и многие исследователи и ученые говорят о том, что эти две даты равнозначны. Равнозначны для нашей с вами истории и равнозначны для нашей с вами судьбы. Многие скажут, а что дало мне освоение космоса? На самом деле очень и очень многое. Мы сами не замечаем того, как разработки космонавтов или разработки для космонавтов входят в нашу жизнь. И все это, все, что мы сейчас с вами видели, мы узнали благодаря тому, что в свое время астрономы, а мы знаем прекрасно, что это началось еще с древнейших эпохи, с древнейших времен, люди всегда задумывались, а что же там происходит в космосе, что же там за этими облаками. И как мы, вспомните, еще древние говорили, что Землю держат черепахи, либо атланты и так далее, и так далее. То есть уже тогда, в древнейшие времена, люди задумывались, а что же происходит за границами нашей Земли. Думали долго, и фактически мы с вами говорим, что именно космонавты позволили нам в свое время дать ответ на этот вопрос. На космической станции живут люди, космонавты. Эта профессия появилась совсем недавно. Космонавт – это человек, который испытывает космическую технику и работает на ней в космосе. Сейчас космонавты есть почти во всех странах, но космические корабли строят и отправляют в космос только в двух – в России и в Америке. На российских космических кораблях работали космонавты со всего света – из Франции, из Америки, Японии, Китая и многих других стран. Космонавты по много месяцев, а иногда и больше года проводят на космических научных станциях. Они наблюдают за звездами, планетами и Солнцем, фотографируют и изучают Землю, ухаживают за растениями и животными, которые живут на станции, ремонтируют свой космический дом, проводят много различных научных опытов. Внутри корабля все находится в невесомости, то есть плавает в воздухе, как рыба в воде. Шоколад, бульон, чай и другие продукты хранятся в специальных тюбиках. Из них еду выдавливают прямо в рот, чтобы не улетело. Космонавты могут выходить в открытый космос, но для этого им нужны специальные костюмы – скафандры. Посмотри, из чего состоит скафандр. Это многослойный комбинезон со специальными ботинками и перчатками. К нему крепятся баллоны с кислородом, а на голову надевается гермошлем, чтобы можно было дышать в открытом космосе. И многие из тех разработок, которые, как я уже говорила, использовались для космонавтов, придумывались, создавались для космонавтов, мы используем с вами в повседневной жизни. Все, что мы можем наблюдать в звездном небе, во Вселенной, в галактике, мы можем наблюдать благодаря телескопу. И на уроках астрономии очень хочется верить, что вы этим занимаетесь, потому что действительно в безоблачную погоду очень удивительно наблюдать за тем, что происходит в небе. Ученые специально создают обсерватории для того, чтобы более подробно изучать, что же происходит там, в звездном небе. Посмотрите, как выглядит обсерватория изнутри. К сожалению,
в нашем с вами городе нет возможности сходить в нее, но тем не менее мы можем благодаря современным технологиям попасть в нее в режиме онлайн, то есть виртуально. Смотрите, каких огромных размеров телескоп и насколько он больше нашего обычного телескопа, который мы используем на уроках астрономии. Вот они люди, которые ничтожно малы по сравнению вот с этим телескопом. Тем не менее, мы можем воспользоваться, помимо обсерваторий, есть еще такие учреждения, как планетарии, которые позволяют нам изучать планеты и присутствовать на, собственно говоря, таких вот лекциях. И 12 апреля, непосредственно в День космонавтики, многие планетарии будут проводить онлайн-лекции, и у вас будет возможность побывать в них, опять-таки же, виртуально. Призываю вас это сделать, потому что действительно очень много интересного можно узнать из этих лекций. Благодаря кому стало все это доступно и возможно? А это как раз-таки Юрий Алексеевич Гагарин, который 12 апреля 1961 года совершил первый полет в космос. Действительно, трудно переоценить тот вклад, который внес Юрий Гагарин в освоение космоса, в огромное дело освоения космоса. Завершая наш урок, я предлагаю посмотреть, а что же видел Юрий Гагарин, пролетая вокруг нашей планеты.